Здравствуйте. На позапрошлой неделе президент Путин узаконил перевод армии на укороченные сроки службы по призыву. И в результате весь 2007 год юноши будут призываться на 1,5 года. Каким образом это может отразиться на их адаптации? Тема сегодняшнего комментария. Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях последних дней. Здравствуйте. 87 человек были госпитализированы в Якутске за прошлую неделю с диагнозом ОРВИ и грипп. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Но ведь это не превышает эпидемическую норму. Но Роспотребнадзор сигнализирует о другой проблеме города. Роспотребнадзор фиксирует нарушения со стороны управляющих компаний. При этом, как сообщила в мэрии представитель Роспотребнадзора по Якутску Татьяна Шапяк, цитата, «В работе управляющих компаний, на которых поступают жалобы, никаких положительных сдвигов нет». Конец цитаты. А какая компания все-таки, особенно-то отличилась? В черном списке по количеству жалоб населения лидируют компании «Арсенал» и «Муниципальный комфорт». Национальная гимназия города Якутска стала победителем конкурса «Лучший класс по уровню общественно-политической подготовки». А организатором конкурса выступило региональное отделение Фонда поддержки Всероссийской партии «Единая Россия» и благотворительный фонд «Ситим». В конкурсе участвовали 3 общеобразовательных учреждения Якутска: школа номер 7, городская национальная гимназия и городская классическая гимназия. Так теперь называется школа номер 8. Победитель получил в подарок телевизор Sharp. Это вообще надо понимать так, что чем ближе выборы, тем более активными становятся наши политические партии. Возможно, но во всяком случае единороссы в ближайшее время планируют провести конкурсы «Лучший участковый» и «Лучший медик». В Якутск в середине недели прилетит Санта-Клаус. Он будет участвовать в туристическом фестивале «Полюс холода». В частности, в Аймиконе он откроет домик Санта-Клауса. Вместе с ним уже по традиции прилетит в Якутию и российский Дед Мороз из Великого Устюга. Они будут гостями Чизхана. А я знаю, что все 3 Деда Мороза планируют еще и в Якутске побывать. Совершенно верно. Повод – проводы зимы. Кстати, массовые гуляния запланированы на воскресенье. Итак, на позапрошлой неделе глава государства узаконил перевод армии на более короткие сроки службы по призыву. В течение этого года призывники будут уходить в армию на 1,5 года. Каким образом это может отразиться на их адаптации? Тема достаточно болезненная, как для тех родственников, знакомых, близких и друзей, которые остаются непосредственно, в данном случае в Якутске, так и для самих юношей. Это тема сегодняшнего комментария. Но вначале давайте познакомимся кратко с итогами призыва 2006 года. В 2006 году задание на призыв, установленное Генеральным штабом и штабом Дальневосточного округа, было выполнено на 100%. В армию шло свыше 400 человек. Все они в настоящее время проходят службу. Основная масса попала в части Дальневосточного военного округа, но в то же время попали в другие округа. Если касается по родам войск, значительно сократился отбор в погранвойска, потому что они перешли на контрактную службу. Остальные войска, в принципе, военно-морской флот, части специального назначения, части внутренних войск МВД, эти все войска остались. Призыв 2007 года начнется в плановые сроки с 1 апреля по 30 июня. Глобальных изменений по отсрочкам, по освобождениям от призыва по сравнению с 2006 годом нет. Единственное изменение – изменился срок службы. В течение 2007 года оба призыва будут проходить, на 18 месяцев, то есть на 1,5 года. Эти юноши проходят только приписку к военкомату, им исполнилось по 16 лет. Однако уже через пару недель на их месте будут стоять призывники 2007 года. Что ждет их в армии? Для ответа на этот вопрос очень подойдет хорошо известный кинофильм. При всей своей анекдотичности, смешливости, он, как оказалось, всего лишь иллюстрация к исследованиям социологов и психологов. Так вот, они выделили в общей сложности 5 периодов, связанных с армейскими переживаниями. Мама, я не хочу идти в солдат. Я боюсь. Первый период – это примерно 2-недельная идиотская совершенно эйфория до отправки еще в армию. Большинство рекрутов ведут себя так, будто у них нет ни мозгов, ни чести, ни совести. Часто напиваются, орут песни, дают опрометчивые обещания девушкам и с них берут такие же обещания. Нет, Марина, к барину на день рождения не ходи. А еще они попутно хамят родителям и все ждут чудесного спасения. Однако в конце этого периода призывника все равно забирают в армию, и по дороге в часть он понимает, что вел себя как дурак. Второй период уже в армии. Становись! Это то место, где вы интересно
И чрезвычайно увлекательно проведете ближайшие 2 года. Не сомневаюсь. Этот период обязательно полон отчаяния. Даже люди, не склонные к мыслям и чувствам, и те тоскуют. В этот период службы солдат привыкает думать, что армия – это своего рода тюрьма, только срок у всех одинаковый, и все сидят ни за что. А еще всем очень хочется есть и спать. Становись! Период номер 3. Период унижений. Принято думать, будто унижение первого года сплошь замешаны на дедовщине, но это не совсем верно. Источником унижений может служить также автомат Калашникова, если не умеешь из него стрелять, перфоратор, если не умеешь на нем работать, парашют, если не умеешь его укладывать, а также холод, жара, сухость, влажность, высота и все остальное. Этот период тянется до конца первого года службы. Талалаев раздал всем автоматы. А кому они не достались? Саперные лопатки. Становись! 4-й период. Солдаты, вы знаете, что я вам могу сказать. И я знаю, что вы мне можете ответить. Короче. Только на 2-й год службы человек в армии начинает чувствовать себя человеком. Принято думать, что солдаты, подвергшиеся издевательствам в 1-й год службы, обязательно во 2-й год принимаются сами издеваться над младшими товарищами. Но это неправда. Многие люди даже в 19 лет находят в себе силы не транслировать на младших издевательства, которым подвергались сами. Это требует мужества. Таким образом, армия не учит мужеству, как любят хвастаться военные, а провоцирует на мужество всякого человека, который не хочет стать шакалом. И в этом смысле она хорошая школа. Становись! До 4 утра мы играли со старшим сержантом Лавровым в дембельский поезд. А это заключительный 5-й этап службы. Надо заметить, что ожидание скорого дембеля даже самого мужественного человека лишает достоинства. Даже если дембель находит в себе силы не клеить дембельский альбом и не заламывать уголки погон, он все равно никак не может противостоять накатывающимся на него настроениям. Становись! Итак, 5 этапов службы призывника, вернее, из жизни призывника, а затем солдата, выявили социологи и психологи из расчета 2-годичного срока службы по призыву. Таким вот образом получается, что только 2-й год, собственно, служба, за исключением, пожалуй, 2 последних дембельских недель. А 1-й год, в общем-то, пропадает зря из-за дедовщины. Но, в общем-то, дедовщина, специалисты об этом прекрасно знают, она характерна и для профессиональной армии тоже. Даже и статистика своего рода уже есть. Примерно 5% срока службы по контракту выпадает как раз вот на этот самый дискомфортный период. Ну вот в российской армии прежней, получается, этот срок растягивался до 50%. А что будет, когда российская армия перейдет на 1 год службы по призыву? 100%. Вопрос, конечно, интересный. В общем-то, тянет за собой ряд следующих других вопросов. А вот эти 5 этапов, они что, в будущей армии, они выпадут вообще, либо они останутся в том же самом виде, только в более сжатом по времени виде, или что будет происходить? И, наконец, более кардинальный вопрос, а что нужно и, может быть, даже можно и нужно сделать для того, чтобы этих этапов в российской армии в будущем просто уже и не стало? Вопросов более чем достаточно. Ну, по крайней мере, один из ответов лежит на поверхности. Нужно, чтобы ребята, призывники сами стали людьми и по-человечески относились друг к другу. Но это из такого вот желательного, так скажем, развития событий. Хотя есть и еще один ответ, уже непосредственно связанный с переходом на 1-годичную службу по призыву. Примерно год назад он прозвучал в одном из выпусков «Экса». Тогда подполковник запаса делился, вернее, своими представлениями о том, как это безболезненно вот этот этап можно пережить. Напомню, что он говорил о 2 вещах. Что либо офицеров нужно будет перевести на круглосуточное дежурство в казармах, с тем, чтобы они смотрели за порядком, либо 2-й вариант, комплектовать части, подразделения, вернее, внутри частей таким образом, чтобы в каждом структурном подразделении оказывались только новобранцы, с тем, чтобы они нигде не пересекались со старослужащими. Какой из этих путей выберет армейское начальство? Ответ на этот вопрос мы с вами, видимо, узнаем в ближайшие месяцы. На сегодня все. До свидания.